Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. Шахматисты Якутии успешно выступили в рамках шахматного фестиваля во Владивостоке. В серии турниров приняли участие 26 сильнейших шахматистов России. Из Владивостока якутяне привезли множество наград. В нашей студии Руслан Пахомов, тренер шахматного клуба «Комбинация», победитель открытого турнира «Город у моря» по классическим шахматам по швейцарской системе в 9 туров. Руслан Егорович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вначале поговорим в целом про шахматный спорт. Расскажите, насколько это сейчас актуально и кто может заниматься этим спортом? Ну, шахматами могут заниматься все, и старики, и взрослые, и дети. Но лучше начать заниматься, конечно, с детства, потому что в подростковом возрасте ваши 1 час занятия будет стоить 4 занятиям взрослого или же ветерана какого. Чем раньше начать заниматься шахматами, тем лучше. Да, абсолютно верно. Тренеры высочайшего класса вычислили, что оптимальный возраст, когда нужно начинать, это 4-5 лет. А самый поздний, может быть, после 60 нельзя заниматься шахматами? Ну почему? Можно заниматься шахматами, однако это только для общего развития. А насколько популярен этот вид спорта в нашем регионе, например? В нашем регионе сейчас шахматы популярны в Якутске, а также в некоторых районах. Например, Татинский улус, Усалданский улус, ну и Намский улус. Но давайте все-таки вернемся к фестивалю, о котором я уже рассказала. Скажите, чем примечателен этот шахматный фестиваль во Владивостоке? В Владивостоке было два фестиваля. Первый фестиваль – это «Город у моря», он всероссийский, а второй фестиваль, он дальневосточный, называется «Остров Русский». Расскажите о каждом понемногу. В «Городе у моря» участвовали более 100 участников из разных регионов России. Москва, Питер, Кемерово, Дальний Восток, ну и так далее. Второй фестиваль, он дальневосточный. Участвовали игроки из Амурской области, из Хабаровского края, из Приморья, из Республики Саха-Якутия. А были какие-то кардинальные различия между этими двумя фестивалями? Да, конечно. «Город у моря» состав был гораздо сильнее. Там участвовали 4 международных гроссмейстера, а также больше 10 мастеров спорта и полусотни кандидатов в мастера спорта. А какие результаты показали ваши ученики и другие участники? Давайте пройдемся поочередно. Самый младший участник у нас Михайлова Наташа, она принесла 2 золотые медали, «Остров Русский», а также «Город у моря». То есть 1 дальневосточный и 1 российский фестиваль. Вы сказали, что она самая юная. Сколько ей лет? Она 2011 года, ей 9 лет. Так, а остальные участники? Далее Алеша Колокольцев, 2011 года рождения, также принес 2 медали, золото и серебро. Далее Кеша Лаптев принес 1 бронзу, 2009 года рождения мальчик. Далее самая титулованная у нас участница Арина Васильева принесла 4 золотые медали, то есть во всех турнирах она заняла 1-е место. Потом Лукин Ваня принес 1 золотую медаль, 1 бронзовую медаль. Находки Никита принес 1 серебряную медаль. На какие моменты в организации фестиваля, в технике игры участников вы обратили внимание как тренер? Я обратил внимание на то, что как другие тренеры готовят своих учеников. В отличие от нас, они используют еще и детей. Например, другие дети смотрят, как другие занимаются, и приходят и говорят своим тренерам. А мы готовились
ну, чисто по распечаткам партий. Расскажите, кто занимается в вашем клубе и часто ли вы принимаете участие в подобных соревнованиях? У нас в клубе около 50 детей пока что в летнее время, а так в учебное время у нас достигает до сотни детей. Мы каждый год ездим на 3-4 соревнования подобного уровня. А помешали ли вам, например, пандемия как-то подготавливаться к таким турнирам? Может быть, вы делали это в режиме оффлайн? Да, мы готовились к этому турниру очень упорно. Ну, мы изначально хотели участвовать в 2 турнирах. Это «Северное сияние», фестиваль Республики Саха-Якутия, а потом в начале августа полететь в Южно-Сахалинск, тоже на этап Кубка России. К сожалению, «Северное сияние» отменили, но нам пришлось искать уже другой фестиваль. И нам сразу попались 2 фестиваля. Первый во Владивостоке, этап Кубка России и дальневосточный турнир, на который мы съездили. И второй на Краснодарском крае. Но мы приняли решение поехать именно во Владивосток, так как это вышло гораздо дешевле, удобнее, а также уровень примерно сопоставим с Краснодарским краем. А вы сейчас уже начали подготовку к каким-то другим соревнованиям, фестивалям? Мы приехали недавно и сразу начали готовиться к следующему турниру. Это будет первенство Республики Саха-Якутия в сентябре. Если выиграем это первенство, мы поедем дальше на чемпионат Дальнего Востока. В соревнованиях сколько участников принимает участие? Ну, туда, куда мы съездили, было порядка 200 участников. В одном турнире более 100, во втором человек 30, во втором 30 и так далее. Расскажите, как развивается вообще в целом шахматное движение в регионе? Ну, как только на Дальний Восток присоединились Бурятия и Забайкальский край, Республика Саха-Якутия стала играть гораздо сильнее, так как мы начали равняться на них. И, например, на прошлых чемпионатах Республики Саха-Якутия среди мужчин играли несколько, один-два школьника, а сейчас уже 4-5 школьников. А сколько у вас в клубе занимается школьников, детей? У нас в клубе все дети, около 100 детей. А что вы можете посоветовать родителям, которые, может быть, сомневаются, отдать ли их ребенка в шахматный спорт? Ну, хочу сказать, не сомневайтесь. То, что он занимался шахматами, все равно как-нибудь повлияет на него. Может быть, он не станет спортсменом, но он будет думать иначе. А какие черты характера формирует шахматный спорт? Когда ты занимаешься шахматами, у тебя улучшается, конечно же, логика, во-первых. Во-вторых, характер усиливается. Соревновательный дух, можно сказать. А расскажите, как могут дальше расти юные спортсмены в будущем? Конечно же, будут развиваться. Это работа не только тренеров, а также Федерации шахмат Республики Саха-Якутия. Кстати, Федерации у нас новый президент. Это Егор Владимир Анатольевич, генеральный директор Целевого фонда будущих поколений. Мы будем развиваться всесторонне. Относительно недавно во всем мире прогремел очень известный сериал. И после него есть официальные данные, что интерес к шахматному спорту возрос в несколько раз. Как раз после этого фильма, этого сериала, у нас начали поступать звонки, и многие очень хотели заниматься шахматами, но не только как спортсмены, а также для общего развития. Ну и процент из тех, которые звонили, интересовались, кто-то непосредственно пришел и начал заниматься? Да, примерно половина тех, кто звонили, они пришли и остались в нашем клубе.
Благодарю вас, Руслан, спасибо вам большое. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью сегодня в рамках нашей программы. Мы разговаривали с Русланом Пахомовым, тренером шахматного клуба «Комбинация», победителем открытого турнира «Город у моря» по классическим шахматам по швейцарской системе в 9 туров.